Перед открытием заседания руководитель региона лично ознакомился с техническим оснащением центра и новейшими разработками в вопросе ликвидации ЧС. Рельсу примерно, рельсу в течение 3 минут он спокойно разрезает, и у него не застревает диск, выскакивает, то есть улучшенно сделан специально для этих работ, для аварийно-спасательных проведения аварийно-спасательных работ. Он облегченный, удобный. Юнусбек Язгуров подчеркнул, что основными направлениями в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 2018 году были предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение спасательных работ при ликвидации последствий происшествия, подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Сегодня система МЧС, или в целом министерство, обеспечена всем почти необходимым, что позволяет качественно выполнять те задачи, которые перед нами стоят. Но еще раз подчеркиваю, мы поставлены в этом плане в пример, что мы работаем на шаг вперед, на опережение. И такая форма, в целом, она принята была в практику МЧС России, в том числе это форма ликвидации последствий. Но сегодня уже министерство относится по-другому к этому вопросу, по-новому подходит к вопросам не ликвидации, а предотвращения. И мы с вами, регион, который поставлен пример, в том числе на коллегии МЧС России, в том, что в республике очень много сделано и делается для предотвращения. И те средства, которые нам выделяются на ликвидацию последствий, которые бывают природного или других направлений характера, мы всегда используем с таким расчетом, чтобы минимизировать угрозу возникновения тех или иных ситуаций. Яркими примерами этого служит довольно большой объем работы, сделанный в горной части республики, в Джайгарском районе. Мы построили почти 5 километров различных дамб. Это после довольно серьезного паводка 2012 года. И минимизировали сегодня такой ущерб, который может возникнуть, если будет такой же паводок в последующем на территории. Также мы вдоль реки Аса, это в районе Галашек, Мужичи и так далее, выбрали те места, где постоянно, когда большая вода шла, подтоплялись населенные пункты или отдельные дома. Там тоже провели мероприятия и тоже минимизировали угрозу. Такие же мероприятия проведены в Суржинском, Малгобекском районе, в зонах подтопления. Очищены каналы, наведен порядок, минимизирована вообще угроза. И еще одним примером является сельское поселение Кажево. И сейчас уже можно с уверенностью сказать, что того, что уже там было, каждый год или раз в 3 года, уже больше, конечно, не будет. Потому что при самых минимальных затратах, короткие сроки, там эта угроза снята. По-современному, красиво, хорошо, качественно проведена работа. Поэтому это тоже является таким примером для других регионов работы в целом нашей системы МЧС, органов местного самоуправления, которые напрямую соприкасаются с этими проблемами и бедами, и органов власти. И плюс это экономия бюджетных средств. В рамках совещания с основным докладом выступил начальник главного управления МЧС по Ингушетии. Руслан Калоев отметил наиболее важные мероприятия, проведенные спасателями региона в 2018 году. Так, за отчетный период проведено 14 мероприятий по обучению населения правилам поведения и порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения. Процент населения республики, который обеспечен своевременным и гарантированным доведением сигналов экстренного оповещения, у нас доведен до 55%. Это автоматизированная система централизованного оповещения. Кроме этого, задействованы ряд объектов, такие как мечети, передвижные автомобили ГИБДД и других структур, которые доводят сигнал до населения. И мы планируем в 2019 году реализовать все-таки 3-й этап, с учетом денег, которые будут спланированы на доведение именно централизованной этой системы до 100%.
Проведено 14 мероприятий по обучению населения республики правилам поведения порядка действий по получению сигналов экстренного оповещения. Продолжена работа по контролю за созданием резерва финансовых и материальных ресурсов муниципальных образований и органов исполнительной власти. Проведены проверочные мероприятия 75 пунктов временного размещения. Комиссии Северокавказского региона федерального округа была проведена проверка готовности наших пунктов временного размещения, оценены как готовы. Министерством природных ресурсов и экологии республики муниципальных образований проведен комплекс противопаводковых мероприятий на общую сумму около 40 миллионов рублей, в частности, руслорегулирующие, берегоукрепительные работы на реках Разранка, сельском поселении Барсуки, расчистка русел рек и 22 подмостовых пространств. В рамках совершенствования системы управления проведен ряд организационно-планирующих мероприятий, такие как основные заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для предотвращения возникновения лесных природных пожаров Комитетом Республики Ингушетия по лесному хозяйству органами местного самоуправления проведены работы по устройству 35 километров противопожарных барьеров и опашки территории 16 населенных пунктов, прилегающих к лесному массиву. В целях подготовки республики осенне-зимнего периода 2018-2019 года проведен ряд превентивных мероприятий. Это на 10 социально значимых объектах с ночным пребыванием людей и на 32 объектах жизнеобеспечения установлен резервный источник бесперебойного электроснабжения. Руслан Калоев также акцентировал внимание на создании комплексной системы. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в республике проводится работа по внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2019 году планируется установить 577 камер видеонаблюдения и 10 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На встрече выступили и главы администрации районов и населенных пунктов региона, которые доложили о проделанной работе на подведомственных территориях. В целях предотвращения возникновения и тушения лесных пожаров на территории Республики Ингушетия с участием администрации Малгобекского муниципального района была создана межведомственная рабочая группа по подготовке и обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года. В течение пожароопасного периода проводилось информирование населения района посредством средств массовой информации. Газета «Народное слово», сайт администрации Малгобекского района, слайд 3-4. О пожарной обстановке и мерах пожарной безопасности. Проводились беседы с населением сельских поселений района, руководителями сельскохозяйственных предприятий и председателями крестьянско-фермерских хозяйств о недопущении выжигания сухой растительности, так как Малгобекский муниципальный район находится в зоне рискованного земледелия. Слайд 5-6. В ходе бесед было охвачено более 2500 человек. Это прежде всего касается жителей сельских поселений, прилегающих к лесным массивам Седах и Наркица-Горши. В завершении встречи Руслан Калоев обозначил задачи регионального управления МЧС на 2019 год. Это продолжение работ по созданию и внедрению сегментов АПК «Безопасный город», завершение работ по созданию третьего этапа региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Хадила Бриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.